Далее смотрите брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в регионе. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом за прошедшие сутки и принимаемых мерах против инфекции. Ольга Валерьевна, добрый день. Какова на сегодня эпидобстановка в республике? Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике, она характеризуется, по данным управлением Роспотребнадзора, 108 случаями заболеваний новой коронавирусной инфекции, в том числе заболело 21 ребенок. Необходимо обратить внимание, что из 87 взрослых непривитых 84–97%. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, увеличение количества заболевших в последние дни характерны в целом для республики. Отчасти они связаны как непосредственно с отложенным обращением в больницы, это характерно в целом для январских тенденций работы всех учреждений здравоохранения, так и соответственно с несоблюдением во многих норм санитарно-эпидемиологического контроля и надзора, установленного указом главы Республики Саха-Якутия. В наших стационарах сегодня получают лечение 443 пациента, в состоянии средней тяжести 397, в тяжелом состоянии 98% непривитых граждан от 41, то есть 40 пациентов в тяжелом состоянии граждане непривитые. В отделениях реанимации врачи борются за жизнь 5 крайне тяжелых больных, как в городе Якутске, так и в Мегино-Кангаласском и Мирнинском Улусе. На ежедневном контроле осложненной ситуации остается в Мегино-Кангаласском, Горном, Сундарском районах и в городе Якутске, где мы видим сегодня увеличение количества выявленных случаев и, соответственно, принимаются меры ежедневные превентивного характера для того, чтобы снизить соответствующую как нагрузку на здравоохранение, так и не допустить серьезного распространения. Продолжается в республике привитая кампания по вакцинации. Необходимо обратить внимание, да, действительно, во время выходных каникулярных праздников, несмотря на то, что наши учреждения здравоохранения работали, соответственно, у нас достаточно снизилось количество людей, которые приходили на вакцинацию. Сегодня же непосредственно уже мы восстанавливаем те объемы по вакцинированию, которые проходят, и хотелось бы более активно пригласить людей на ревакцинирование и напомнить, что уже начинается по национальному календарю прививок новый прививочный сезон против коронавирусной инфекции. Сегодня у нас 74,3% взрослого населения республики привито первой дозой вакцины. И, соответственно, в каждом из муниципальных образований имеется свой расчет и свои определенного рода цифры, которые связаны с определением того количества населения, которое привито. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, на настоящий момент у нас практически все учителя города Якутска, которые выходили на учебный процесс, прошли соответствующее тестирование. Сегодня в школах все наши привитые учителя, пройдя тестирование, определены как допущенные к работе с детьми, и, соответственно, в связи с этим и осуществляется с учетом санитарно-эпидемиологических требований и, соответственно, наш учебный процесс. Аналогичная ситуация по тестированию учителей и врачей осуществляется соответственно, и в районах нашей республики, и достаточно активно ведется ревакцинация. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, вчера состоялось координационное совещание под руководством председателя правительства Михаила Мишустина, на котором руководители федеральных органов государственной власти Анна Юрьевна Попова и Михаил Мурашко, докладывая ситуацию, обратили внимание на то, что в стране уже находится коронавирус штамма омикрон. Его уровень распространения значительно выше. Кроме того, изменилась и клиническая картина самого по себе заболевания коронавируса по штамму омикрон. В связи с чем, еще раз обращаем ваше внимание на необходимость в обязательном порядке сразу принимать меры к изоляции по первым признакам острых респираторных заболеваний.
С управления Роспотребнадзора, соответственно, поступают уведомления, связанные с тем, чтобы работодатели не допускали на работу граждан, которые непосредственно имеют признаки острых респираторных заболеваний. Конечно, это дело и каждого гражданина, но при признаках ОРВИ, соответственно, либо оформляете больничный, либо же, значит, непосредственно решаете вопрос о переводе на удаленный режим. Режим самоизоляции, он в большей степени будет важен прежде всего для сохранения здоровья вас и вашей семьи. Спасибо. Это был брифинг по эпидобстановке в Якутии. Ну а мы идем далее и переходим к выпуску новостей. И вот основные темы. Встреча Нового года с ковидом. В Хангаласском районе в первые 10 дней января обнаружили коронавирус у 12 жителей. Качественная подготовка технарей. Якутия стала лидером рейтинга регионов Дальнего Востока по уровню реализации образовательного потенциала. Открыть для себя неизведанное. Республиканский турмаршрут рекомендован на соискание статуса в рамках проекта «Открой свою Россию». Федеральное медико-биологическое агентство России разработало тест-систему для выявления штамма коронавируса «Омикрон». В России зарегистрирована первая тест-система. Она позволяет с высокой чувствительностью выявлять варианты «Омикрон» и «Дельта», а также различать их за 1,5 часа. Набор реагентов предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике. В Хангаласском районе в первые 10 дней Нового года коронавирус обнаружили у 12 жителей. Из них 6 горожане Покровска, 3 жителей села Ой. По одному заболевшему зафиксировано в поселке Махсоголох и в селах Кирдем и Бестях. Сейчас в инфекционных стационарах проходит лечение 19 пациентов, 23 человека лечатся на дому. По темпам вакцинации Хангаласский район занимает 18-ю строчку в рейтинге. На сегодня прививку от ковида получили более 17 тысяч взрослых жителей. Это почти 91% от плана, утвержденного Минздравом республики. Тем временем медики района уже начали готовиться к приходу нового штамма «Омикрон». В Россию «Омикрон» уже попал. В Санкт-Петербурге одна студентка приехала из отпуска заграничного и уже заразила 125 человек. Обычный коронавирус, он обычно от одного контакта заболевает 7-8 человек в среднем. «Омикрон» превышает эти показатели в разы. Мы как больница готовимся, мы резервный коечный фонд готовим, это в Малой академии наук, мы запасаемся лекарствами. И также ведется работа по подготовке резервного состава медиков. Республика стала лидером рейтинга регионов Дальнего Востока по уровню реализации образовательного потенциала в естественно-математической и инженерно-технической сферах. Список субъектов составило рейтинговое агентство РАЭКС. Оценивался образовательный потенциал регионов в естественно-математической и инженерно-технической сферах. Новый рейтинг показывает, в какой степени регионы способны осуществлять качественную подготовку технарей. На Дальнем Востоке высокую оценку получили Якутия, Приморский край и Бурятия. Победителем рейтинга стала Москва. Вторую позицию занял Санкт-Петербург. На 3-м месте расположилась Республика Татарстан. В топ-5 рейтинга также вошли Красноярский край и Свердловская область. Месячник по регулированию численности безнадзорных животных. На днях в администрации Амгинского наслега состоялось экстренное совещание, где обсудили вопросы отлова безнадзорных собак. Так, в районе набирается дополнительная бригада из числа добровольцев. За каждую пойманную и доставленную безнадзорную собаку в приют для животных выплачивается вознаграждение в размере 500 рублей. Помимо этого, администрация наслега запускает благотворительную акцию «Будка добра», где неравнодушные граждане смогут принести будки в приют для собак. В праздничные выходные было отловлено 4 головы собак. У нас работает 1 бригада. Она не успевает, поэтому принято решение усилить бригаду в течение месячника. Финансирование для усиления бригады выделила глава МО, а также будут организованы флешмобы для расширения приюта. У нас мощность в приюте около 60 голов, поэтому мы должны достигнуть до отметки до 150 голов.
Жизнь художника. В подмосковном городе Гжеле открылась выставка заслуженного художника России, известного скульптора Ольги Степановны Скупченко. В 60-е годы вместе со своим супругом, якутским поэтом Гавриилом Вишняковым, она объездила всю Якутию. И эти воспоминания послужили вдохновением для создания картин и скульптур, посвященных Северу. Сегодня ее работы украшают экспозиции в музеях и частных коллекциях по всему миру. Ольга Скупченко-младшая – почти полная тезка матери, знаменитого российского художника и скульптора Ольги Скупченко-старшей. В декабре прошлого года ей бы исполнилось 100 лет. В честь этой даты дочь и решила организовать выставку. Знаменитая художница была признанным мастером. Именно ее работу Хрущев выбрал в качестве подарка для королевы Британии. Она создавала портреты советских артистов, военных, писателей. Но особое место в ее творчестве занимает тема Якутии. Огромную роль сыграл удивительный брак, человеческий, творческий, с поэтом Балом Хабарыысом Гавриилом Вешняковым. Удивительная история любви и жизни. И Бал Хабарыыс провез Ольгу, свою любимую, по всей Якутии, все показал. И она вот просто, конечно, была поражена, вдохновлена. Десятки ее работ посвящены Якутии. Это и картины, скульптуры, зарисовки из быта сельской жизни, портреты самых выдающихся якутских ученых, писателей, музыкантов. Она вообще такой человек, очень любопытный, любознательный был. И вот эти, сами люди, вот это олени, тундра, река, больше всего ее поразили Ленские столбы. Ну, это, конечно, потому что скульптура в камне, которая просто, природа создает. Река Лена мощная. Она, конечно, она всю жизнь об этом говорила. Временная экспозиция открылась в городе Гжель, где начинала свой творческий путь сама скульптор. В местный музейно-выставочный центр «Дом Салтыкова» приходят не только здешние жители, но и туристы из других регионов. Для средней полосы Якутия – это экзотика. Нам интересно это открывать. Хотя Якутия, в принципе, Гжель сине-белая и страна снегов, да, такой ассоциация. И я удивляюсь, у нас в творчестве художников темы оленей и именно якутов не было. Но сейчас, думаю, люди посмотрят, тоже захотят что-то слепить. После экспозиции в Гжеле эту выставку уже ждут в другой галерее, Московской, где произведения Ольги Скупченко смогут оценить жители и гости столицы. Максим Кардозо, Джур Березкин, Московская область. Маршрут «Открой неизведанную Якутию». Активный тур вошел в число 10 маршрутов, рекомендуемых для подачи заявки на соискание статуса «Национальный брендовый маршрут» в рамках проекта «Открой свою Россию». Отметим, такой статус могут иметь только маршруты, которые полностью отвечают требованиям Федерального агентства по туризму, в том числе являются узнаваемыми, круглогодичными, регулярными, целостными и соответствуют российским стандартам по предоставлению туристических и иных услуг, выходящих в туристический продукт. Пока вся информация о развитии событий смотрите в следующих выпусках. До встречи в эфире.